Добрый вечер на канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Турага Джорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял постоянного координатора Организации Объединенных Наций в Кыргызстане Антия Граве. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития отношений между Кыргызстаном и ООН, совместные проекты и перспективные планы. Турага отметил, что Кыргызстан сотрудничает с ООН по всем направлениям. Со стороны организации Кыргызстану оказывается большая поддержка. Реализуются совместные проекты, направленные на социально-экономическое развитие. Мы заинтересованы в развитии сложившегося партнерства и дальнейшем активном сотрудничестве, сказал он. В свою очередь Антия Граве представила подробную информацию о деятельности возглавляемого ею представительства и отметила, что ООН высоко ценит усилия Кыргызстана, направленные на достижение целей устойчивого развития, а также выразила заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества. Кроме того, она обозначила большую роль Джорку Кенеша в реализации намеченных планов и остановилась на аспектах совместной работы. В Кыргызстане пройдет сельскохозяйственная перепись. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров. Отметим, сельскохозяйственная перепись представляет собой широкомасштабную периодическую статистическую операцию по сбору количественной информации о структуре сельского хозяйства и является одним из основных источников данных в области продовольствия и развития сельскохозяйственного сектора экономики. Основной целью переписи является получение полной, объективной и достоверной информации по основным характеристикам сельского хозяйства, соответствующей международным стандартам. Так, проведение очередной сельскохозяйственной переписи на территории Кыргызстана намечается в период с 1 по 20 ноября 2025 года, предусмотрев единовременное проведение и пересчет скота и домашней птицы. В Бишкеке 24 марта замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев провел встречу, направленную на предупреждение преступлений, актов насилия с использованием оружия в местах массового отдыха граждан. Как сообщили в ведомстве, во встрече приняли участие владельцы, администраторы торговых центров и развлекательных комплексов и представители частных охранных предприятий. Для предупреждения возможности совершения преступлений и актов насилия с применением оружия в торговых центрах, учреждениях и организациях замглавы МВД призвал владельцев и администраторов провести ряд мероприятий. Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объектов, установку систем сигнализации, ежедневные обходы помещений, тщательный подбор и проверка кадров службы безопасности, периодическая комиссионная проверка складских помещений, организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей в случаях эвакуации посетителей и так далее. В завершение встречи заместитель министра внутренних дел ответил на все интересующие вопросы, призвал всех быть бдительными и совместными усилиями обеспечивать безопасность граждан. Один из самых важных вопросов современности – это эффективное противодействие террористической деятельности. Терроризм совершенствуется, изменяет формы и методы, приобретая все более изощренный характер. Для предупреждения возможности совершенствования преступлений и актов насилия с применением оружия в торговых центрах и учреждениях и организациях призывая владельцев и администраторов провести ряд мероприятий для безопасности граждан. В Кыргызстане сегодня началась месячная акция «Молодежь и безопасность». Форум, посвященный этой теме, прошел в одном из вузов столицы. На мероприятии были обсуждены важные аспекты, такие как религиозная толерантность, проблема ранних браков, методы предотвращения насилия, а также стратегии по борьбе с наркоманией и радикализмом. На форуме выступили специалисты МВД, Министерства труда, социального развития и миграции, Министерства здравоохранения Кыргызской республики, а также эксперты религиозных общин. Они широко поделились своими исследованиями, планами, знаниями и опытом по преодолению и предотвращению проблем, связанных с тематикой форума. Сегодняшняя встреча тоже, форум тоже, цель, чтобы наша молодежь была информирована о том, что есть такие организации, что не все, может быть, не все, скажем, внешний человек, который носит хиджаб, платок или же, например, борода, да, не все может быть истинными мусульманами. То есть, может быть, экстремистом может прикрываться исламом. Вот. Поэтому должны различать все, кто официально
учится на намаз, там обучение религиозное, может приходить религиозные организации, есть медресе, есть мечети, правильно? Они вот, если есть закрытые какие-то обучения, это уже вызывает подозрения. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выражает уверенность в том, что участие молодежи и студентов в данном мероприятии позволит им стать активными послами позитивных изменений в обществе. Организаторы также уверены, что это содействует созданию более толерантной и благоприятной социальной среды. Мы сегодня проводим дали старт месячной акции «Молодежь и безопасность». В рамках реализации первого этапа плана развития реализации концепта развития молодежной политики. В рамках реализации плана у нас запланировано несколько мероприятий «Молодежь против экстремизма, терроризма, радикализма, наркотика и других направлений, которые по предотвращению участия молодежи по вышеперечисленным направлениям. На мероприятие «Молодежь и безопасность» собрались представители практически всех университетов города. Студенты активно участвовали в открытой дискуссии, высказывая свои точки зрения по важным вопросам безопасности. Кроме того, в рамках мероприятия были организованы увлекательные мастер-классы. Молодежь считается одним из основных инструментов в руках злоумышленников, поэтому важно проводить мероприятия по противодействию терроризму и радикализму. Сегодняшнее мероприятие проводится на высоком уровне. Спикеры передают полезные знания молодежи с высоким содержанием. В настоящее время существует множество религиозных течений, активно использующих социальные сети для привлечения молодежи. Особенно подвержены риску молодые люди из регионов, где пропаганда может быть более интенсивной. Мероприятие направлено на предотвращение таких попыток и являются эффективными. Отметим, что мероприятие проводится в рамках реализации концепции развития молодежной политики на период с 2020 по 2030 год. Сымбат Алмазова, Джумабай Османалиев, УТРК Чуй. В Бишкеке произошел пожар в торговом центре на проспекте Чуй в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По ее данным, в 9:31 на место выехал один пожарный расчет. После прибыли еще 3. Всего привлечено 4 пожарных расчета. Штаб и оперативная группа ЦУКС. Пожар был локализован в 10:00 и полностью потушен в 10:35. В Кыргызстане с 18 по 24 марта по предварительным данным выявлено 23 218 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГОБДД МВД. Управление авто без соответствующих документов – 239 случаев. Управление авто в состоянии алкогольного опьянения – 97. Незаконное затемнение стекол автомобиля – 40. Нарушение ПДД с участием пешеходов – 948. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 3640, автохулиганство 5, превышение скоростного режима 4629 случаев, управление с подложными номерами 3. Кроме того, 13 617 фактов нарушений других правил дорожного движения. 923 автомобиля водворены на штрафную стоянку. ГОБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. Накануне отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Как обстоит ситуация с этим заболеванием в Кыргызстане, рассказали в Национальном центре фтизиатрии. По информации Центра, за 2023 год в Кыргызстане наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом по сравнению с предыдущими годами. Самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом, как и прежде, остается в Чуйской области – 88,5 на 100 тысяч населения. Самый низкий уровень заболеваемости туберкулезом в Иссык-Кульской области – 42 на 100 тысяч населения. Кроме того, в 2023 году снизилась заболеваемость туберкулезом среди детей и составила 11,9 на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 14,5 на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости туберкулезом среди подростков за прошлый год немного повысился и составил 41,2 на 100 тысяч населения, говорится в сообщении. В
Кыргызстане как безработные зарегистрированы более 65 тысяч человек, сообщается в материале Нацстаткома. Согласно документу, по данным Минтруда, численность незанятого населения, состоящего на учете в органах государственной службы занятости в поисках работы на 1 марта текущего года составила около 88 тысяч человек, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 8,5% меньше. Из них зарегистрированных безработных 65 тысяч человек или на 12% меньше. Из общего числа зарегистрированных безработных 44% пришлось на женщин. Уровень зарегистрированной безработицы в общей численности рабочей силы составил 2,4%. Ученые обнаружили, что комнатные цветы оказывают благоприятное влияние на физиологическое и психическое здоровье, а уход за цветами может исцелить человеческую душу. Помимо этих преимуществ, в последние годы выращивание цветов становится прибыльным бизнесом. Подробнее об этом в следующем материале. Жительница Аламедунского района Аширгуль Талайбек-кызы занимается выращиванием комнатных цветов уже 10 лет. По словам нашей героини, несмотря на то, что в первые годы найти способ работы пришлось с большим трудом, постепенное его освоение способствует сегодняшнему развитию. Я видела много цветов. Например, то, что было в Узбекистане, у нас не было. Я хотела бы, чтобы и у нас были и продавали такие цветы. Вложилась на 18 тысяч и купила 6 коробок цветов. Тогда были отростки дешевле. У меня обычные и экобзивные цветы. Мисал, Голландиядан эң жогорку высший гүлдөр келет. Сорттору жакшы, бул жакта жок, необычный болгон. В настоящее время Аширгуль Талайбек-кызы выращивает более 100 видов комнатных цветов. Из них хорошо продаваемых увеличивает на 1000 и отправляет не только внутри страны, но и в Казахстан. Я выращиваю разные виды цветов. Во время работы я поняла характер и специфику растений. Конечно, есть капризные и требующие несложного ухода. В настоящее время очень рада, что мои цветы начали экспортироваться. Вермуклит, анандагын торф, агробалтушуларды кошуп даярдаган топурак, универсальный мынакей. Прибыльным сезоном является март. В этом году только 8 марта было продано около 1500 цветов, а цены варьируются от 200 до 7000 сомов, в зависимости от вида. Цветы в основном импортируются из Голландии, Китая и Узбекистана. Например, самый популярный это цветок аглоанема, привозится из Китая. Еще есть пальмовые цветы, в основном берут в офис. Почва тоже должна соответствовать цветам. Добавляю специальные витамины, чтобы они хорошо росли. Предпринимательница, которая воплощает свою мечту в жизнь с помощью любимой работы, намерена выращивать и распространять уникальные виды растений, не имеющие широкого распространения в нашей стране. Айслом Мурзакова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. Все обвиняемые в совершении теракта в подмосковном Крокус-Сити-холле арестованы на время следствия до 22 мая. Запасы крови в Румынии достигли нового максимума благодаря значительному увеличению стоимости талонов на питание, выдаваемых донором. В фартуке и с подносом в руке по улицам Парижа промчались почти 400 участников легендарной гонки официантов. Об этом и о других новостях в мире в блоке мировых новостей. Все обвиняемые в совершении теракта в подмосковном Крокус-Сити-холле арестованы на время следствия до 22 мая. Соответствующее решение принял Басманский суд Москвы. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Предъявлено обвинение по статье 205. Всем обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Напомним, в пятницу 23 марта вечером в партер Крокус-Сити-холла перед концертом ворвались несколько человек и начали расстреливать людей из автоматического оружия. Также они
бросали зажигательные шашки. Погибли 137 человек, из которых 3 дети. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, в настоящее время опознаны 68 погибших. Пострадали 182 человека. Из них на стационарном лечении находится 121 человек, еще 61 на амбулаторном. По подозрению в совершении теракта были задержаны 4 уроженцев Таджикистана. В фартуке с подносом в руке по улицам Парижа промчались почти 400 участников легендарной гонки официантов. К летним Олимпийским играм возрождается традиция, которая возникла в далеком 1914 году. С 2011 года гонка не проводилась из-за нехватки спонсоров. В воскресенье соревнующиеся, стартовав от мэрии французской столицы, преодолели 2-метровую дистанцию по извилистым улочкам квартала Море. Бег запрещен. Официанты должны идти быстрыми шагами с максимальной скоростью. Очки начисляются со скорость. Но на финише судьи могут вычесть их, оценив, много ли пролилось воды или кофе, цел ли круассан. Запасы крови в Румынии достигли нового максимума благодаря значительному увеличению стоимости талонов на питание, выдаваемых донором. В январе она выросла примерно с 13 до 56 евро за талон. Центры донорства теперь постоянно переполнены, и люди иногда часами стоят в очереди, чтобы сдать кровь. Раньше Румыния испытывала нехватку запасов крови, но теперь ее банки заполнились уже в первые месяцы года. В стране 42 донорских пункта. Министерство здравоохранения даже рассматривает возможность сокращения их числа, чтобы помочь справиться с наплывом доноров. Помпеи не перестают удивлять потрясающими находками. В городе, погребенном под слоем вулканического пепла, археологи обнаружили уникальную фреску, изображающую героев античного мира Фрикса и Геллу. Отмечается, что фреска была найдена на стене комнаты в доме, примыкающем к дому Леды, и находится в хорошем состоянии. Согласно греческой мифологии, близнецов Фриска и Геллу мачеха обвинила в неурожае и хотела принести жертву Фрикса. Бежать из дома брату и сестре помогли боги, послав им летающего золотурунного овна. Во время полета девушка упала и утонула в водах пролива, позднее названного морем Геллы. Теперь он известен как Дарданеллы. Это были итоги дня. В студии работала Сымбат Алмазова. До скорой встречи.